Добрый день. Мы ученики 5 Б класса Бердыгестянской школы имени Афанасия Осипова. Жирков Айтал, Данилов Юрий. Мы современные дети. Плохо знаем якутские слова, у нас небольшой словарный запас. Исходя из данной проблемы, мы решили создать интерактивный словарь русских, якутских и английских слов, относящихся к природе. Цель проекта – создание интерактивного словаря лексика природы. Гипотеза. Если использовать данный интерактивный словарь, учащиеся могут расширить кругозор, обогатить словарный запас, развить логическое мышление, внимание и память. Практическая значимость. Пособие может быть использовано как дидактический материал на уроках и дополнительных занятиях в младших классах школы и дошкольных учреждениях. Провели опрос среди своих сверстников, учащихся 5 и 5 Б классов. Опрос провели в форме разработанных нами тестов. Всего опрошено 35 учащихся. Тесты состоят из 10 вопросов. По итогам опроса выяснилось, что большое количество учащихся не знает якутские названия некоторых птиц, животных и растений. Составили список наиболее часто употребляемых названий животных, растений, птиц, деревьев, а также тех слов, которые вызывают наибольшее затруднение в переводе на русском, якутском и английском языках. Подобрали к названиям соответствующие фотографии с изображениями животных, птиц и растений. Всего включено 70 слов. Создали на PowerPoint презентацию, распределили слова по 4 категориям. Животные, птицы, растения и деревья. Нажимая на определенный раздел, по гиперссылке переходим на соответствующий слайд. Добавили эффекты анимации. По щелчку открываются русские, якутские и английские слова и краткое описание объекта. А также добавили звук. Сами озвучили каждое слово на 3 языках. Рысь, бедер, линкс. Для того, чтобы процесс изучения новых слов был интересным и увлекательным, мы сделали тесты, кроссворды и игры. С помощью различных программ и онлайн-сервисов, таких как Learning Apps, онлайн-тестпад или Worksheets. Нажимая на ссылку в презентации, переходим на сайт, выполняем тест, смотрим баллы и допущенные ошибки. После окончания своего проекта мы сделали демонстрации интерактивного словаря лексики природы. Этим же ребятам и повторно провели опрос. На этот раз результаты значительно улучшились. Проделанная работа позволила нам сделать следующие выводы. По итогам опроса выяснилось, что дети, примерно 43%, и даже взрослые не знают якутские и английские названия некоторых животных, птиц и растений. Процесс создания электронного пособия приложений требует тщательного изучения различных компьютерных программ. В ходе работы над интерактивным словарем узнали про бесплатные сайты, где можно сделать различные познавательные игры, тесты и кроссворды. После изучения лексики природы по данному пособию процент знаний якутских и английских слов повысился на 10-15%, что подтверждает выдвинутую гипотезу. Спасибо за внимание.